Сунжа стала лидером среди 9 муниципальных образований, которые участвуют в рейтинговом голосовании. Жители города активно продолжают определять судьбу объектов благоустройства. Напомню, голосование проходит с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной онлайн-платформе. От Сунжи участвует 8 общественных территорий муниципалитета. Какие из них сейчас лидируют, узнал мой коллега Микаил Тангиев. Общероссийское рейтинговое голосование близится к завершению, и к этому времени тысячи жителей Ингушетии уже отдали свой голос в пользу благоустройства различных общественных территорий. Город Сунжа не стал исключением и тоже принял активное участие в этом проекте. К примеру, за то, чтобы привести в порядок улицу Грозненская, проголосовали около 2000 горожан. На повестке такие волнующие вопросы, как дорога, тротуары и освещение. улицы, тротуар на халил, что гумугой тротуар доллар, лабог нах ашбо нах ахтахудар, улица, хатуаюри, местюри. Более 2500 голосов жители отдали за благоустройство улицы Моздокская. Рядом находится Сунжинский колледж управления и новых технологий. И для многих студентов путь на учебу лежит через эту улицу. Одна из основных дорог остается не заасфальтированной. Тротуарных дорожек нет. Поэтому местные жители и студенты давно сделали свой выбор. Эта улица довольно-таки протяженная, очень много проживает на ней семей, в том числе много школьников, которым неудобно добираться до места учебы, людям до места работы. Ну и вообще, когда все красиво, благоустроено, когда есть асфальт, то и глаз радует, и хочется и работать, ну и жить веселее, скажем так. 8 общественных территорий в городе Сунжа участвуют в рейтинговом голосовании. Это улицы Моздокская, Грозненская, Победы, Плиева, Грузинская, Калинина, Ленина и Колхозная. Из них только 5, набравших наибольшее количество голосов, будут благоустроены в 2022 году. Более 7000 жителей уже проголосовало на единой платформе голосования, отдали свой голос за определенную территорию. И мы надеемся, что мы уже достигли свой результат 6000. Мы надеемся, что дальше наше голосование будет точно так же идти в активном режиме. Еще одна общественная территория, которая на данный момент находится в тройке лидеров, это улица Победы. Здесь же находится Сунжинская центральная районная больница. Жители хотели бы видеть здесь новую дорогу и освещение, а руководство медучреждения сетует на нехватку парковочных мест. Очень много бывает машин, которым негде припарковаться. А у больницы, естественно, таких средств для этого нет. Я призываю наших сунжинцев голосовать именно за улицу Победы. Это будет выгодно для всех. И для больницы, и для людей, и для тех, кто посещает, и кто на этой улице проезжает, живет, и все остальные. На сегодняшний день Сунжа является лидером среди 9 муниципальных образований, которые участвуют в рейтинговом голосовании. Важный момент – территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первую очередь. Город Сунжа является лидером по количеству голосов в общественном голосовании. То есть это показывает то, что жители города неравнодушны к процессам, которые здесь происходят. 25 000 жителей республики из 5 городов и 4 районов уже отдали свои голоса за общественные территории. 2 раза в день Минстрой России предоставляет субъектам информацию по голосованию. Каждый город выставил на рейтинговое голосование по 8 общественных территорий. Муниципальные образования, то есть районы, выставили на рейтинговое голосование по 2 территории. Планируется в 2022 году благоустроить те территории, которые наберут большее количество голосов. И смотря по необходимым показателям, которые необходимо достигнуть согласно требованиям Минстроя России, уже в 2022 году, на 2022 год будет решено, сколько территорий будут благоустроены каждым муниципальным образованием. Чтобы принять участие в рейтинговом голосовании, нужно зайти на сайт городсреда.ру, ввести свои данные и выбрать из списка общественную территорию в своем городе. Отдать голос можно с 14 лет и только один раз. Голосование продлится до 30 мая, а результаты будут опубликованы после на сайте проекта. Микаил Тангиев, Хас Магомед Майсигов, Новости 24.